Приветствую вас, наши подписчики и зрители. Компания Прогресс Авто, Сеал 243. Сегодня у нас на обзоре мини-трактор фирмы Исеки. Поступать нам на продажу. Целенький. В принципе, как и обычно. Других стараемся не возить. Красочка вся, видим, родная. Есть небольшие огрехи, но тем не менее сохранилась по максимуму. Шины. Здесь видим остаток в районе процентов 70. Позаду все получше. Здесь остаток гораздо больше. И шина вообще, в принципе, близка к новой. Трехточка с гидрорегулировками. Здесь все, скажем так, по классике. Для достаточно большого трактора. Из приятного есть у нас козыречек здесь. То есть, соответственно, он вас с удовольствием защитит от лишнего солнца и от дождя. Фреза 1,5-метровая. Также из приятного это состояние ножей на фрезе. Здесь, если бы не некоторая коррозия, краска была бы вообще на месте. То есть ножи полностью со стопроцентным сохраном в состоянии новых. По правой стороне все так же целенько видим. И поворотничек, повторитель, и шины. Все очень-очень хорошо. Есть некоторые огрехи, конечно, по косметике. Но ничего критичного для сельскохозяйственного трактора нет. Мордочка, повторюсь, целая. Все здесь хорошо. Очень симпатичный трактор. Мне вот лично нравятся Исеки за их эргономику. То есть здесь, посмотрите, даже если со стороны глянуть, все очень плавно, все закруглено, все размещено прямо под руками у водителя. Соответственно, сели как влитой, сразу же все нажали, все поставили, что нужно, и поехали. Так вот, по гидрорегулировкам, соответственно, наклон. Если в ручном режиме стоит, либо еще 4 режима работы других, можно изменять на ходу. Автозаглубление, просто положение фрезы, соответственно, физически какое вы хотите выставить. Блокировка заднего моста, отключаемый полный привод, пониженные и повышенные передачи, вал отбора мощности. Очень удобно, сразу же под рукой, все можно быстро щелкать оперативно. Коробочка также под рукой, очень короткая, кстати, кулиса у нее, то есть на удивление. Но включается прям молниеносно, без лишних каких-то звуков и так далее. 3 передачи вперед, 1 назад. Садимся мы в него. О чем я говорю, сразу же очень удобно, все под руками, до всего руки дотягиваются. Никуда не нужно тянуться, изворачиваться. Все прям супер. Расположение очень нравится. Из еще интересного, видим этот рычаг. Рычаг у нас реверсирует полностью работу вала отбора мощности. Соответственно, 3 передачи у нас на валу отбора мощности можно включить как вперед, так и же включить и назад. За счет вытягивания на себя данного рычага. Не забывайте, функция на Исечках, на Mitsubishi появляется, но редко. На других тракторах вообще ее, в принципе, найти сложновато. Наработка 791 моточас. И в целом приборная панель, видим, стандартная, сиаловская. Очень даже приятная. Покрутил стартером чуть дольше обычного. Аккумулятор, видимо, подседает. С Японии, который пришел, нужно его зарядить. Мы, естественно, этим займемся. Ну а пока слушаем, как работает двигатель. Видим, что он не дымит даже при наборе максимальных оборотов. Ну и слышим, в принципе, что двигатель работает также ровненько. И без каких-то проблем. По поводу короткой коробки, посмотрите, вот она. Легко и просто включается на любую из нужных вам передач. Гидроусилитель руля помогает, соответственно, рулить с удовольствием. Одной рукой. Достаточно большой, кстати, выворот колес у трактора. Практически они на 90 градусов поворачиваются. За счет этого радиус разворота даже при отсутствии функции быстрого разворота все равно небольшой. Хочется, конечно, заметить, что японские тракторы в любом случае это максимальный комфорт для владельца, при этом надежность космическая, которая
к сожалению, не могут достигнуть пока другие производители тракторов. Япония работает десятки лет, не принося проблем своему владельцу, и при этом доставляя максимальный комфорт при ее использовании. То есть, посмотрите, мы спокойненько едем, все мягко, на гидроусилителе, с удовольствием работает. Я считаю, что это уже, конечно же, уровень. Разные тракторы в компании Progress Auto. Приезжайте к нам.